Привет всем! В сегодняшнем видео мы поговорим о топ-5 самых мощных борцах 90-х вне зависимости от стилей борьбы. 90-е годы были незабываемым десятилетием в международной борьбе. Самая успешная борцовская нация в мире, Советский Союз, распался. Но на Олимпийских играх 92 года в Барселоне большинство бывших советских республик соревновались еще в единой команде, где продемонстрировали такие же великолепные результаты, выиграв медали в 16 из 20 весовых категорий, а затем уже по отдельности. В 90-х годах начал восхождение к величию и своему безоговорочному доминированию уже в следующем десятилетии великий борец Бувайсар Сайтиев. Но вот в этом десятилетии свое наследие в борьбе бесспорно закрепил другой и еще более успешный борец. Об этом и еще 4 легендарных борцах мы и поговорим в этом видео. Итак, представляю вам топ-5 мощнейших борцов 90-х годов. Пятое место — американский борец вольного стиля Джон Смит, который доминировал в мире 6 лет подряд. После завоевания 2 титулов чемпиона мира и золотой олимпийской медали в 80-х годах, Смит продолжал доминировать и в начале 90-х. Он выиграл титулы чемпиона мира в 91 и 92 годах, а после завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль на играх 92 года в Барселоне. Четвертое место — турецкий борец Хамза Ерликая, один из сильнейших борцов в греко-римской борьбе. Он дебютировал на взрослом уровне в 1993 году и завоевал свой первый титул чемпиона мира в весе 82 килограмма уже в этом году в возрасте всего лишь 17 лет, став самым молодым чемпионом мира по греко-римской борьбе. А 2 года спустя выиграл и второй титул чемпиона мира. В 20 лет Ерликая эффектно заявил о себе на своем олимпийском дебюте, выиграв золотую олимпийскую медаль в Атланте в весовой категории 82 килограмма. Четыре года спустя Ерликая участвовал в Олимпийских играх в Сиднее и нес флаг Турции на церемонии открытия. Эти игры он также выиграл и добавил к своему наследию уже вторую золотую олимпийскую медаль. Третье место — российский и узбекистанский борец Махарбек Хадарцев, который в течение 10 лет был одним из лучших борцов вольного стиля в полутяжелом весе. С 86 по 92 год у Хадарцева была невероятная серия из 5 титулов чемпиона мира и 2 титулов олимпийского чемпиона. После завоевания своей первой олимпийской золотой медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, во второй раз Хадарцев стал олимпийским чемпионом в Барселоне в 1992 году. Затем он выиграл еще 2 серебряные и 1 бронзовую медали на каждом из следующих 3 чемпионатов мира. И завоевал серебро на Олимпийских играх 1996 года. Второе место — выдающийся супертяжеловес вольной борьбы Брюс Баумгартнер, самый титулованный американский борец в истории.
За свою карьеру он выиграл 13 золотых медалей на самых престижных мировых соревнованиях, из них 7 в 90-х годах. Баумгартнер стал первым американским борцом, завоевавшим 4 олимпийские медали. Он выиграл золотые медали на Олимпийских играх в 1984 и 1992 годах, а также серебро в 1988 году, и бронзу в 1996 году. За свои заслуги Баумгартнер был введен в зал Олимпийской славы Соединенных Штатов Америки в 2008 году и зал славы Международной Федерации борьбы в 2003 году. И первое место, как, наверное, многие и догадывались, естественно, занимает Александр Карелин. Превосходство Александра Карелина в греко-римской борьбе практически невозможно переоценить. Карелин провел беспроигрышную серию в 13 лет на международных соревнованиях по борьбе и 6 лет подряд не уступил ни одного балла. Он ни разу не проигрывал на чемпионатах мира. В 90-х годах Карелин завоевал 8 из своих 9 титулов чемпиона мира. 2 из 3 своих олимпийских титулов, а также 9 из 12 своих титулов чемпиона Европы. И вполне заслуженно за все эти достижения Карелина называют величайшим борцом греко-римского стиля 20 века.